Всем еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что пришли в этот морозный день. Я чуть не замерз, вот, но мне очень нравится у вас, очень уютно, прекрасный фестиваль. Скажу честно, мало в каких регионах есть фестивали такого уровня, где студенты, полупрофессионалы, любители могут соревноваться друг с другом и получать фидбэк от профессионалов. И, в общем, прошу вас это очень сильно ценить. Значит, меня зовут Жан. Я не очень люблю читать лекции. Я всегда за то, что мы должны находиться в диалоге, потому что нет никакой иерархии. Не важно, что я сижу за столом, а вы на стульчиках. Мы должны с вами разговаривать, потому что мы все с вами кинематографисты, мы все с вами большая семья, и у нас у всех одни и те же проблемы. Значит, моя первая работа — это сайт кинотеатр.ру. Мы на сегодняшний день один из крупнейших сайтов о кино в России на территории СНГ. Мы прежде всего энциклопедия, библиотека российских фильмов и российских кинодеятелей, в том числе и якутских. У нас на данный момент в картотеке более 120 тысяч профайлов разных деятелей кино и более 300 тысяч фильмов. По этому объему мы уступаем только Кинопоиску, который на данный момент самый большой сайт о кино в России. Но в том, что касается глубины наполнения информации, количества проектов, биографий, фильмографии, фото, мы, наверное, касательно российского контента очевидным образом на первом месте. Плюс Кинотеатр.ру — это одно из крупнейших СМИ о кино. Мы стараемся писать рецензии, обзоры на все фильмы, которые выходят в российский прокат и которые выходят на российских онлайн-платформах. Также мы стараемся обозревать все крупнейшие кинофестивали, но, к сожалению, далеко не все. На данный момент в России около 300 разных кинофестивалей, и немногие из них имеют смысл, потому что есть фестивали знаковые и важные, на которых происходит что-то важное. Это фестивали, на которых происходят премьеры, где показывают фильмы, которые до этого нигде не были показаны. И это для нас крайне важно, потому что именно там мы можем вынести свое суждение и написать свою первую рецензию. Но, к сожалению, большинство фестивалей, которые происходят в России, это так называемые фестивали фестивалей, да, которые нужны для того, чтобы просто тот или иной фильм привезти в тот или иной регион, привезти туда каких-то деятелей кино, порадовать там представителей местной власти, но смысловой нагрузки это не несет. И я, повторюсь еще раз, рад, что есть третий фестиваль регионального кино в Якутске, где появляются новые работы, появляются новые голоса. И этот фестиваль осмысленный, потому что здесь появляются новые фильмы, и есть профессиональное жюри, которое может эти фильмы отметить и каким-то образом отнести эти фильмы наверх. Вот. Значит, кинотеатр обозревает практически весь процесс о кино, и для вас в рамках того же продвижения было бы очень здорово, если каким-то образом вы сможете заинтересовать нашу редакцию, и мы сможем про вас как-то написать. Плюс также крайне важно, что профайл на кинотеатре.ру — это как, по факту, страничка на Википедии. Это ваша визитная карточка в индустрии, потому что когда кто-то говорит, а давай у нас режиссером будет там Иван Иванов, практически любой кинематографист в России будет заходить на кинотеатр и задаваться вопросом, а кто же это такой, какие проекты он делал, на каких фестивалях участвовал и так далее, и так далее. Вот, соответственно, про кинотеатр я рассказал, то есть такие хэштеги, как киножурналистика, кинокритика, киноведение, кинорецензия. Если у вас есть вопросы в этих областях, с удовольствием постараюсь на них ответить, помочь, подсказать. И это, наверное, одна из моих ключевых компетенций на данный момент. Я этим занимаюсь с 2007 года, то есть уже 17 лет, а начал я в 15. И я на какой-то момент был самым молодым главным редактором о кино в России, а на данный момент по объему опыта я уступаю только Науму Клейману. Вы знаете, кто это такой? Спасибо. Это величайший человек, который внес супер вклад в киноведение. В общем, почитайте про него в Википедии. Это человек, без которого наука о кино сегодня была бы абсолютно другой, и это, его важно знать. Дальше мое второе место работы — это веб-кинотеатр Chill. Это по факту онлайн-кинотеатр, который специализируется на веб-сериалах. Веб-сериалы — это такой отдельный формат, который появился на рубеже тысячелетий, когда существовало только телевидение, то есть было линейное смотрение, да, есть два вида смотрения: линейное и нелинейное. Линейное — это когда вам
по антенне, по телевизору направляет определенный, скажем так, плейлист передач, и вы не можете выбирать, что вы будете смотреть. А первая выкладка сериала в интернет принципиально изменила эту разницу, и теперь сегодня мы с вами выбираем, что мы можем смотреть. И это крайне важно для отношения между зрителем и контентом. И это также повлияло на то, каким контент должен быть. Если раньше вы приходили в кинотеатр, покупали попкорн, и на 2 часа у вас не было вариантов нажать на паузу, то сегодня вы потребляете контент, например, в ленте Facebook или в Instagram. И это влияет на то, каким должна быть драматургия современного контента, потому что у вас есть всего 6 секунд, чтобы заинтересовать зрителя. И если вы не успели за эти 6 секунд предложить ему персонажа, историю или драматургическую линию, которая будет ему интересна, то, скорее всего, вы провалились, и вас зритель не будет смотреть дальше. Так вот, на веб-кинотеатре Chill я его под руководством Антона Калинкина, это очень важное имя для индустрии, это человек, который создал фестиваль «Пилот», это на сегодняшний день крупнейший фестиваль сериалов России. Он создал фестиваль «Реалист», это крупнейший фестиваль коротких форматов, таких как веб-сериал, короткометражное кино, 3D art-тексты видео, микродрама, шорткомы и прочие новомодные всякие штуки, который проходил раньше в Нижнем Новгороде, а теперь проходит в Ярославле. Также он владелец фестиваля «Короче». Это крупнейший фестиваль короткометражного кино в России. И это, ну, скажем так, важная отсечка для кинематографиста, потому что если тебя отобрали на «Короче», ну, это значит, что ты практически поймал Бога или удачу за бороду, и значит, что ты как-то более-менее попал в индустрию. Также он делает фестиваль экранизации «Читка». Мы его только что провели в Москве, очень успешно. У нас в жюри были, например, такие люди, как Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Гавриил Гордеев. Надеюсь, эти имена тоже вам что-то говорят. Это ведущие люди в индустрии, это креативные продюсеры самых крупных студий и руководители платформ. То есть те люди, от которых непосредственно зависит, будет запускаться тот или иной проект или нет. Вот, поэтому я могу рассказать, как устроены онлайн-кинотеатры, как с технической стороны, так и с контентной. Если кто-то из вас в будущем связывает свою жизнь с некой прикладной ролью и хочет работать в онлайн-кинотеатре, тоже вопросы, пожалуйста, задавайте, я постараюсь на них ответить. Также я амбассадор фестиваля «Короче». Я о нем сказал, что это крупнейший фестиваль, он проходит уже вот в этом году в 11-й раз. И сегодня короткометражное кино развивается в 2 направлениях. И здесь, наверное, Россия крайне принципиально отличается от Европы, потому что в Европе короткий метр сегодня видится как некое пространство эксперимента. Это то место, где современный автор должен обязательно показать свой новый киноязык. Поэтому если вы почему-то рассматриваете свою карьеру с ориентированием на европейский и западный рынок, то ваш короткий метр должен быть прежде всего новаторским с точки зрения языка. И если вы посмотрите победителей крупнейших фестивалей короткометражного кино, таких как Клермон-Ферран или фестиваль Эшпинья в Португалии, или фестиваль Black Knight в Таллине, то там побеждают работы, которые находятся на неком стыке с видеоартом, с применением новых нестандартных техник. И это просто важно понимать, для чего и как вы делаете свою работу. В России же ситуация немножко другая. Это связано с тем, что у нас сейчас ушли голливудские студии с рынка, и нам необходимо заполнять рынок отечественным контентом. Поэтому у нас, в принципе, в достатке режиссеров авторского кино, но у нас не хватает крепких жанровых ремесленников, людей, которые способны снять в потенциале некоторое массовое кассовое кино, понятного всем жанра, то есть там комедия, драма, хоррор, мелодрама и так далее, так далее. То есть то, что способно заработать деньги в прокате и воспроизводить сам процесс кинопроизводства. Поэтому кинофестиваль «Короче» сегодня, как мне кажется, и прошу, конечно, относиться ко всему, что я говорю, с некой долей скептицизма, потому что я могу ошибаться. Это лично мое мнение, основанное на моем опыте. Вот этот фестиваль для меня 93-й в карьере. Так получилось, что я недавно начал их считать. И это просто мой обзор того, что происходит в рынке. Могу ошибаться. Пожалуйста, с удовольствием готов с вами поспорить, если у вас по каждому пункту будет что сказать. То сегодня короткометражное кино в России, оно нацелено на то, чтобы давать некий пропуск в индустрию. То есть вы должны в своей маленькой истории показать, что вы владеете ремеслом, что вы способны рассказать историю,
И тогда на вас, может быть, обратит внимание некоторый продюсер, и у вас в будущем появится возможность заниматься кино на индустриальном уровне. Да? И почему я на это делаю акцент? Потому что кино действительно высококонкурентная среда. Наверное, нигде нет такой жесткой селекции. Например, из московского вуза, такого как Московская школа кино или Московская школа нового кино или в ГИК или индустрия, меньше 10% людей, авторского состава, да, там режиссеры, операторы, художники остаются в профессии. Потому что кино — это такая история, где ты либо лучший, либо никакой. Да, поэтому для людей, которые готовы продолжать заниматься кино на любительском уровне, давайте поговорим о чем-то. Но я за то, чтобы мы говорили на языке профессиональном, потому что я как журналист прежде всего нацелен на обозревание самого лучшего и обозревание профессионального контента, который будет двигать российскую киноиндустрию вперед. И я надеюсь, что те, кто собрались в этом зале, тоже стремятся именно туда. Что такое короткий контент сегодня? Заработать на нем в России практически невозможно. То есть стоимость производства короткометражного контента, например, в Москве короткого метра длительностью 12 минут, она порядка 800 тысяч рублей. Да? И то это при условии, что практически все люди работают бесплатно, актеры снимаются бесплатно, то есть вы платите только за техническую часть, за камеру, за звук, за постпродакшн и так далее. В регионах эта цифра значительно ниже, но все равно это 200-300 тысяч рублей, просто потому что хочется, чтобы камера была качественной, хотя бы Sony FX6 или Red, просто потому что есть так называемый production value, да, и вы должны показать, что вы владеете стандартными камерами, качество которых позволяет вам в дальнейшем быть на платформе. В интернете есть список так называемых Netflix Approved Cameras, да, то есть это те камеры, на которые можно снимать для того, чтобы попасть на платформу. Потому что платформы, к сожалению, не берут контент, снятый на То есть, с одной стороны, есть глобальная мысль, что кино сегодня может снимать каждый, и это правда. И при желании вы можете подобрать соответствующую аноморфную оптику Hawk, например, и снять на iPhone. Но, к сожалению, все-таки камера имеет еще какое-то значение. Поэтому есть некая отсечка качества, да, которую вы должны преодолевать для того, чтобы стать профессионалами. Далее, для того, когда то, что вы сняли фильм, это еще не событие. Да, вы должны, чтобы с этим фильмом что-то произошло. И первое, что с ним может произойти, его могут отобрать на какой-то кинофестиваль. И тот факт, что вы туда отобрали, это какая-то некая такая, звездочка на фюзеляже. Это некое подтверждение того, что ваш фильм некого надлежащего качества и что он прошел некоторую селекцию. Поэтому крайне важный навык — уметь заниматься отправкой на кинофестивали. Мне кажется, что среди тех фестивалей, которые имеют значение для короткого контента, естественно, «Короче» — это первое место. Дальше есть фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске. Дальше есть фестиваль «Восток-Запад» в Оренбурге. Есть фестиваль «Окно в Европу», есть фестиваль «Золотой теленок» в Твери. И ваша задача — постараться попасть везде и быть туда селекционированным. Вы это можете сделать самостоятельно, но, например, у меня занимает каждая подача 4 часа. Просто чтобы собрать документы, загрузить на сайт и так далее. Я в этом смысле иногда предпочитаю договориться с профессионалами. Да, и, собственно, компетенция продвижения — это та компетенция, которой практически никто не учит в регионах, и все равно все обращаются к московским специалистам. И в Москве есть 4 компании, которые занимаются фестивальным продвижением. Одна из них называется Eastwood Agency, вторая называется Фестагент, третья называется Мир фестивалей, простите, четвертая вылетела из головы. И фестивальный агент, чем он хорош? Он может посмотреть ваш фильм и постараться максимально беспристрастно сказать, какой у него потенциал. И далее он может вам помочь сформировать некую фестивальную стратегию. Потому что, понятное дело, каждый из вас, сняв какую-то работу, говорит: буду подаваться в Канны, буду подаваться в Берлин, меня наверняка ждут в Венеции, но, к сожалению, вряд ли. А плюс у каждого из этих фестивалей есть так называемый entrance fee. Да? То есть для того, чтобы люди с Каннского фестиваля посмотрели вашу картину, вам нужно им заплатить 50 евро. И, соответственно, ваши амбиции порой могут вам обойтись в 1000 евро. И мне кажется, что лучше часть этих сумм заплатить фестивальному агенту для того, чтобы он дал вам правильный взгляд на этот фильм.
Дальше вам нужно четко понимать, каким фильм ваш является. В том смысле, что если это дебютное кино, то вам есть смысл подаваться на фестивале дебютного кино. Если вы режиссер-девушка, есть огромное количество фестивалей для режиссеров-девушек или отдельные программы. Если ваш фильм связан, например, с модой, есть огромное количество фестивалей фэшн-кино. Также, здорово, что вы занимаетесь в Якутии, потому что так или иначе у вас есть якутская самобытность, визуальность, есть большое количество фестивалей, так называемого World Cinema, куда вы тоже можете подаваться. Информацию о том, какие вообще есть фестивали, есть сайт mirfest.ru. Там собрана картотека более чем на 4000 международных кинофестивалей. И там вы можете произвести, собственно, свою селекцию. Собственно, для того, чтобы подаваться на фестиваль, вам нужно подогнать ваш фильм под соответствующие технические требования. На каждом сайте кинофестиваля они указаны. И постараться подготовить субтитры, хотя бы английские. Дальше вам нужно сделать так называемый фестивальный пакет. Он состоит из чего? Он состоит из кредит-блока, да, это, собственно, упакованные титры и переведенные на английский. Дальше крайне важный момент – это аннотация. Аннотация – это то, собственно, о чем ваш фильм. И аннотация очень мало кто умеет писать, многие умеют писать там логлайн и теглайн, а аннотация – это, собственно, 6 строчек, в котором вы заявляете тему, заявляете героев и даете некий вопросительный вопрос, а что же будет дальше, который должен зацепить вас к просмотру. Далее в этом пакете есть постер. Да, постарайтесь сделать постер в максимально широком качестве, потому что вы не знаете, где ваш постер будет напечатан. Возможно, он будет напечатан во весь размер фестивального дворца в Каннах. А, скорее всего, он будет напечатан только в каталоге. Поэтому старайтесь не делать постер многофигурным, старайтесь продавать постер через лицо вашего героя. Например, есть такая шутка, что большинство постеров российского кино — это герой со спины. Я считаю, что нам не нужно отворачиваться от нашего зрителя, поэтому постарайтесь к нему обратиться и делать постер таким, чтобы он вызывал желание более внимательно на это посмотреть. Также есть пожелание, связанное с тем, как устроен поиск в интернете. Не называйте свои фильмы, если это возможно, какими-то односложными словами. Фильмов «Мама» сотня, фильмов «Папа» столько же, «Брат», «Сестра». Поэтому старайтесь придумать некоторые нестандартные названия, лучше всего тоже не очень длинные, из 2 слов. Тогда у вас есть шанс, что фестивальная пресса или отборщики уже на таком простом уровне на вас обратят внимание. Дальше, соответственно, если у вас произошла какая-то селекция с этим набором информации на какой-то фестиваль, ваша задача, чтобы на вас обратила внимание пресса. Потому что если в рамках фестиваля пресса много пишет о фильме, это значит, что, возможно, вы таким образом как-то повлияете на жюри. Жюри всегда на фестивалях разное, и очень часто именно от того, кто находится в жюри, зависит победитель. Например, я был на фестивале, где победил, как мне кажется, довольно традиционное кино, а этот фестиваль был очень новаторский. И победа была только лишь потому, что в жюри был Сергей Урсуляк. Да, то есть получилось так, что оно ему легло на сердце. Но если про ваш фильм пишет пресса, это дополнительный рычаг давления на жюри, и нужно стараться это сделать. Поэтому в момент фестиваля есть смысл подготовить так называемый пресс-релиз. Пресс-релиз — это краткая выжимка всей информации о том, что такое фильм. То есть это то, на основании чего в дальнейшем может быть создана новость. И здесь вам важно создать какой-то заход, потому что самого факта того, что вы сняли фильм, недостаточно. Вам нужно, чтобы в этом была какая-то новость. И всегда есть очень простой лайфхак — это первый фильм о. Здесь вам тоже немножко проще. Вы можете говорить, а это первый якутский фильм о. Да, поэтому всегда постарайтесь, когда вы сняли фильм, сесть и для себя выписать такое облако хэштегов, да, о чем этот фильм. Там 2 героя, у героя какое-нибудь там биполярное расстройство, вы там снимаете «Северное сияние». И постараться вокруг этих хэштегов построить некоторую такую новостную систему, чего еще не было в мировом кинематографе, о чем вы сняли и что вы рассказали. Вот, собственно, что касается фестивалей. Если вы по каким-то причинам на фестивале не попадаете или вы эту селекцию не проходите, у вас есть другой путь. Вы можете добиться признания через то, что вы найдете свою аудиторию и докажете это через цифры. Соответственно, вы в любой момент можете выложить свой фильм на YouTube или на любой другой открытый хостинг, добиться там цифр, но цифры, которые сегодня впечатляют, это не менее 200 тысяч просмотров. Это тот минимальный уровень, который имеет значение. Все остальное — это то, что проходит под радарами. Как достичь этих цифр?
опять-таки постарайтесь понять, о чем ваш фильм, и найти людей, которые на эту тему думают. Скорее всего, если вы глубоко копнете в свое кино, вы найдете там ту тематику, на которую уже ВКонтакте существует какая-то группа. Придите туда, поговорите с админом, напишите ему письмо, и, может быть, вам есть смысл попробовать провести премьеру там. И если эта группа большая, у которой там несколько десятков тысяч подписчиков, то вам будет проще набрать эти просмотры. Также часто бывает, что есть СМИ похожей тематики. Например, у меня был друг Антон Уткин. Он сделал один из первых в России интерактивных фильмов, называется «Все сложно». Это была история о СПИДе, и там был интерактивный фильм, когда от выбора героя зависит развитие сюжета дальше. И он договорился с сайтом «Такие дела», который выложил его проект, и благодаря нему они вместе собрали более 700 тысяч просмотров. Поэтому постарайтесь найти тех, кто тоже говорит на эту тему, у кого есть какой-то медийный ресурс, и выложить кино вместе с ним. Также часто бывает, что какие-то блогеры, они говорят на ту же тему, которую говорите вы в своем фильме. Возможно, вам есть смысл устроить с ними какую-то коллаборацию и договориться, что ваш фильм будет выложен на этой платформе. Но опять-таки, да, если вы поняли, что ваш фестивальный путь пройден, как это понять? Ну, вы уже больше года подаетесь на разные фестивали, фестивальный сезон практически закончился, никто вас никуда не выбрал, тогда стоит идти по этому пути. Также на этом пути есть еще два помощника. Есть такая платформа Pilgrim, которую делает мой близкий друг Миша. Они выкладывают короткометражные фильмы у себя. И у вас тоже есть шанс, что вас посмотрят. Также это делаем мы, сайт кинотеатр.ру. У нас есть свой YouTube-канал, куда мы выложили уже более 40 короткометражек. Самая популярная из них — это короткометражка «Добрый день» Ольги Дипцевой с Сашей Палем в главной роли. Она собрала 800 тысяч просмотров. Соответственно, это тот материал, с которым Ольга может прийти к продюсеру и доказать, что ее работа интересная аудитории, и она может работать на индустриальном уровне. Вот, пока такая вводная часть. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы. А вы сами кем являетесь в кино? Или вы только Да, я забыл рассказать, что вот, собственно, у меня был мой продюсерский путь. Я на данный момент спродюсировал 4 коротких метра. Я спродюсировал сериал, который вышел на платформе Wing. Сейчас у меня закончились съемки, начинается постпродакшн сериала «Ректор», который выйдет на платформе «Премьер». И есть мой дебютный полнометражный фильм, который мы снимали в Якутии. Он называется «Белый пароход», режиссера Инга Шепелева. Мы с ним подавались как короткий метр на якутский питчинг дебютантов, который проводит Союз кинематографистов. Мы его выиграли. И нам сказали, что не надо снимать короткий метр, у вас такой прекрасный сценарий, что снимайте полный метр. Приехали сюда, сняли материал, из которого сделали тизер. С этим тизером пошли на питчинг Минкульта. В первый год нам сказали, что, ребята, у вас все здорово, но есть проблема, у вас нет якутских сопродюсеров, и вы не сможете снимать на земле без них. Мы потратили целый год на то, чтобы их найти, договорились с Дмитрием Давыдовым и Степаном Барнашовым, которые стали нашими сопродюсерами. И теперь мы вместе с ними делаем фильм, который вот-вот заканчиваем. У нас финальный срок сдачи в Минкульт 30 декабря, и мы надеемся, что в 2024 году за весну и лето мы прокатимся по фестивалям, а в конце осени выйдем в прокат. А можно ли получать доход с короткого метра? Ну, смотрите, до февраля 2022 года это было возможно, потому что очень активно покупали российский короткий метр зарубежные каналы. Например, моя близкая подруга Яна Буряк, она продюсер, у нее был фильм «Молоко». Этот фильм на данный момент является самым продаваемым российским коротким метром вообще в истории, и суммарный объем продаж был более 70 тысяч евро, потому что его купил французский Канал Плюс и его купил немецкий Арте. Вот. Но кейсов сильнее и лучше нету. Ну, то есть, понимаете, да, 70 тысяч евро — это на тот момент там 4 миллиона рублей. При этом бюджет производства 2. Да, ну то есть в этом особого бизнеса нету. Если говорить про российские платформы, они не очень охотно покупают короткий метр. Они его готовы покупать только в том случае, если там есть какие-то очевидные звезды. Ну там Максим Лагашкин, Дарья Мороз, еще кто-то. Когда есть там актеры, которые уже играют в их сериалах. Да? То есть если вы смотрите, например, там платформу «Старт», да, вы примерно понимаете, какие актеры там играют.
Вот. Поэтому есть еще альтернатива. Ей занималась компания Синепрома и такая Елена Коржаева. Она собирала короткометражные фильмы по тематикам, там любовь, измена, какие-то нестандартные ситуации, комедии, драмы. И она из них делала альманахи и продавала. Но на сегодняшний день, наверное, это сложно. Поэтому короткий метр стоит рассматривать как ваш билет в индустрию. Да? То есть вы его снимаете для того, чтобы показать вашим будущим работодателям в виде продюсеров, что вы полноценный кинематографист, что вы конвенционально владеете ремеслом, что вы способны рассказать историю. Ну, это там прежде всего там, для режиссера, у оператора все понятно, по картинке видно в первую секунду. Я надеюсь, что в будущем ситуация изменится. Я знаю, например, недавно вышел очень классный короткий метр, называется «Администратор прощаний» с Юрой Борисовым. Его платформа «Старт» купила за 400 тысяч рублей. Это один из самых крупных покупок за там, последнее время. Но бюджет фильма был больше 1,5 миллиона. Поэтому ну, это не бизнес, ребят, к сожалению. Вот. Но есть второй путь. Можно пытаться сегодня выходить на бренд. Например, есть бренд огурчиков «Дядя Ваня». Вы слышали про них? Вы про того дядю Ваню, которая там кабачковую икру производила? Да, кабачковая икра, огурцы. Так вот, бренд «Дядя Ваня» придумал рекламную концепцию «Иваны, не помнящие родства». И они на эти деньги начали снимать короткометражные фильмы. И такое есть имя Иван Соснин. Знакомо ли вам? Вот. Ваня, наверное, звезда короткого метра. Он снял фильм «Интервью» с Серебряковым. То есть, условно говоря, можно убедить некий бренд, ну, опять-таки, да, это, наверное, проще сделать в Москве, что те смыслы, которые бренд хочет рассказать, их нельзя рассказать, ну, в простом рекламном сообщении, типа «купи наш матрас», потому что он мягкий, да, а некоторые бренды, они там определенные там, эмоции должны вызывать, и иногда бренды дают деньги на короткий метр. Например, был очень классный веб-сериал, назывался «Жизнь класса А». И там был прикол в том, что Mercedes, ну типа дорогая тачка для взрослых людей, а они запустили новую машину Mercedes А, Mercedes для молодежи. И они сняли сериал, назывался «Жизнь класса А», где они показывали ситуации, куда могут попадать молодые люди, которые в потенциале могут покупать такие Мерседесы. Или, например, часы G-Shock выпустили сериал под названием «5 минут». И каждый раз была какая-то ситуация, где спасатели должны были спасти людей, но все время в левом углу экрана висел циферблат G-Shock, который показывал, сколько у них осталось времени. Поэтому, в принципе, можно пробовать рассказывать какие-то истории брендам, выходить на них, и они могут становиться вашим партнером. И, конечно, есть еще условно третий путь, который тоже раньше мог быть работать на YouTube, но, к сожалению, сегодня в России запрещена монетизация на YouTube. Раньше за 1 миллион просмотров можно было получить примерно 120 тысяч рублей, ну, если найти правильного партнера, но это тоже было несложно. Сейчас такой истории нет. Сейчас можно продавать только рекламную интеграцию. Но для этого тоже вы должны найти какие-то большие бренды, такие как ClickLack, как Chicken Curry и так далее, но к ним тоже можно прийти с классной идеей. Например, у Лапенко в свое время это получилось. Крайне важно, вот помимо вот этих вот работ, которые вы сделали, да, как бы собрать некое облако тегов, о чем ваш фильм. Дальше есть такой инструмент, называется Яндекс.Слова. Кто-нибудь слышал про это? Короче, вбиваете в Яндексе Яндекс.Слова, и у вас в облаке хэштегов есть там, не знаю, двойное свидание, там, измена, еще что-то. И вы можете в этом сервисе посмотреть, сколько людей вообще в России ищут это. Понимаете, какой потенциал у этого механизма? Вы таким образом ловите свою аудиторию. Вот, например, сейчас на хайпе сериал «Слово пацана». Кто-нибудь смотрит его? Вот. Так вот, «Слово пацана» за последний месяц искали 24 миллиона раз. Это рекорд. Ну, типа для российского сериала 3 миллиона в месяц — это потолок. То, что происходит с «Словом пацана» сейчас, это космос. Так вот, вы, соответственно, читаете свой сценарий, формируете облако хэштегов, и дальше все эти хэштеги вбиваете. И вы примерно понимаете, какая у вас потенциальная аудитория. И тогда, когда вы, продюсеру, идете с презентацией о том, что вы хотите это сделать, приложите, пожалуйста, список вот этих поисковых слов. Таким образом, вы ему доказываете, что эта тема действительно интересна. Вот. Дальше, когда вы сняли свой фильм, вы должны себе примерно представить целевую аудиторию, кто его, наверное, будет смотреть.
И это необходимо делать, чтобы понимать, у кого ваш герой вызовет максимальное сходство, да, через какую похожесть вы сможете его продать. И для того, чтобы эту гипотезу проверить, нужно потратить всего лишь 10 тысяч рублей. Кто-нибудь когда-нибудь запускал рекламу в кабинете ВК? Это очень классный и простой навык. На YouTube есть 4-минутное видео, как это делать. Соответственно, вы берете ваш фильм, запускаете его в кабинете ВК как рекламу и запускаете его на 10 тысяч рублей. Таким образом, вы получите доступ к аудитории примерно в 1060. И ставите там настройку «Показывать всем». И дальше, когда вы открутите эти деньги, вы поймете раскладку, кто смотрит. То есть любую аудиторию делят на несколько категорий. Там младше 18, 18-24, 24-35, 35-44 и дальше 44+. И, соответственно, мужчины и женщины. И когда вы будете показывать на всех, очевидно, появится какая-то маленькая субаудитория, которая будет больше. И здесь важно сравнить. То есть вы предполагали, что ваш фильм будут смотреть мужчины 18-24, а при этом статистика вам показывает, что почему-то основная аудитория — это женщины 24-35. Дальше вы тратите еще 10 тысяч рублей, ну или 5, запуская рекламную кампанию только на эту аудиторию. И если вы получаете такие же результаты, вы понимаете, что вот она, ваша целевая аудитория. И, соответственно, опять-таки дальше для того, чтобы развивать свой сериал или запускать его еще сильнее, вы приходите с этими подтвержденными цифрами. Вот. И, соответственно, это уже не просто некоторая гипотеза, что мой фильм интересен вот таким вот людям, а вы уже их подтверждаете. И таким образом ваш проект гораздо более упакован, и наиболее вероятно, что продюсер с большим интересом к этому отнесется. Чем продюсер отличается от режиссера? В зависимости от того, какое кино. Потому что вопрос в том, кто берет на себя ответственность. Режиссер берет на себя ответственность художественную, то есть он отвечает за то, какие актеры в кадре, какой сюжет, как это снято, какие образы используются, с каким оператором работается. А продюсер несет ответственность финансовую. То есть чаще всего он есть тот, кто нанял этого режиссера, кто нашел этот сценарий, и он ответственен за то, чтобы фильм был снят в том бюджете, в котором было запланировано. Плюс обычно продюсер отвечает за продвижение фильма. То есть задача отправить фильм на фестивале обычно ложится на продюсера. Либо, собственно, продюсер оплачивает работу этих самых фестивальных агентов. Ну вот, это если коротко, но вообще на эту тему можно говорить бесконечно, как и на ту же тему, а кто главнее, режиссер или продюсер. И это зависит от того, какое кино, ну точнее, это обычно прописывается в договоре. И это регламентируется обычно тем, у кого право финального монтажа. И обычно в кино в коммерческом, да, написано, что право финального монтажа за продюсером. А в фильме авторском, скорее всего, будет, ну то есть, когда некий автор хочет снять конкретную свою историю, которую он сам написал, которая выражает его боль, и продюсер говорит: окей, я помогу тебе сделать, обычно в договоре у них написано, что режиссер имеет право на финальный монтаж. Когда коммерческий режиссер говорит: вот у меня есть права на комикс про майора Грома, и я найму тебя, Олег Трофим, для того, чтобы ты снял мне про майора Грома, то в договоре право на финальный монтаж остается у продюсера. Еще хочу сказать, что, если я правильно понимаю, то в основном здесь сидят студенты или школьники из разных уровней. Хочу сказать, что в России есть еще 2 очень классных фестиваля студенческого кино. Один называется «Святая Анна», а второй — это фестиваль в ГИКа. Пожалуйста, я увидел на этом фестивале несколько работ, которые в целом, ну, может быть, с небольшой натяжкой, но нормально бы смотрелись в этом конкурсе. Поэтому, пожалуйста, зайдите на их сайт, посмотрите регламент и не поленитесь туда отправить свои работы. Вдруг кому-то из вас повезет, и вас отберут на федеральный фестиваль. Ну и также, пожалуйста, погуглите фестивали студенческого и любительского кино в России. Их более 2 десятков. Потому что кино — это не только непосредственная работа с камерой и с актерами, кино — это огромное количество бумажек. Вот. Еще какой мне вопрос часто задают: где взять деньги? Ответ на этот вопрос глобально нету, потому что в целом, кроме тебя и твоих близких, никто на это денег не даст. Но есть некоторое количество институций. И слава богу, что сегодня их больше, чем 15 лет назад, когда, например, я впервые с этим столкнулся. Есть так называемые региональные питчинги союз кинематографистов.
Они проходят 10 раз в год в разных регионах России, и они дают по 500 тысяч рублей на короткий метр. Это в целом достаточная сумма, чтобы сделать его на достаточно профессиональном уровне. Информацию об этих питчингах вы можете найти на сайте moviestarts.ru. Пожалуйста, мониторьте, и там есть специальный отдельный якутский питчинг, где приоритет дается либо авторам из Якутии, либо тем историям, которые снимаются на территории Якутии. Вот. Но при этом вы, например, можете претендовать на какие-то другие регионы. То есть, если, например, ваша история там про Сахалин или про Хакасию, почему нет? Вот. Дальше есть лаборатория Potential, которая проходит в Петербурге, туда тоже можно подаваться. Также мониторьте сайты крупнейших продакшенов. Например, есть питчинг компании «Раз, два, три». Слышали про эту компанию что-то? Это компания, которая сделала сериал «Эпидемия», например. Один из самых крутых русских сериалов последнего десятилетия, который даже взял Netflix. И этот русский сериал был в топ-10 в 70 странах по всему миру. Это офигенный результат. Это очень круто. Вот. И они часто делают акселераторы жанровые. Либо акселератор хорроров, либо акселератор комедий. Вот. Я знаю, что в Якутии в целом довольно хорошая традиция хорроров. Есть Ича, есть фильмы Степы Бурнашова, как «Республика Z». Мне кажется, что может вполне получиться. Плюс есть национальные мифы на эту тему, которые тоже в целом можно было бы использовать. Также есть такая компания KIT, которая входит в холдинг «Газпром Медиа». У них есть так называемый питчинг. Это тоже питчинг чего-то. В общем, в Телеграме есть группа «Питчинги Россия». Советую туда подписаться, и примерно каждые 2 недели проходит какой-то питчинг где-нибудь, и просто тренируйтесь туда подаваться. Тренируйте этот навык заполнять бумажки, тренируйте себя заставлять каждый раз читать этот дурацкий регламент, но это то, что позволит вам выйти на принципиально новый уровень. Потому что чем чаще вы участвуете в питчингах, чем чаще вы презентуете свои проекты, тем чаще вы получаете фидбэк от разных людей. И это вам позволит, правда, понять, классный у вас проект или нет. Да, собственно, на этом все и строится. Либо вам удается продать свой проект за секунду, знаете эту историю про питчинг в лифте за минуту. Вот если вы можете какого-то продюсера прижать к стенке и рассказать ему: блин, у меня такая история, там собака убежала, а потом ее нашли в тайге. Вот. И если ему интересно, хочет дать на это денег, то вы молодцы. Но, повторюсь, правда, очень сложно. Кино — высококонкурентная штука, которая требует большого количества ресурсов. И избежать этого невозможно. Поэтому надо из всех сил стараться. И нет универсального ответа. Я всегда говорю, что делать кино — это счастливая случайность. Но к этой счастливой случайности можно подготовиться. И я уверен, что каждому из нас хотя бы раз в жизни выпадет шанс что-то сделать, получить такую возможность. Но этот шанс важно не упустить. Например, обычно как бывает, ты находишь какого-то продюсера и говоришь: слушай, старик, у меня есть вот этот фильм про собаку в тайге. Он говорит: блин, все классно, но я сейчас хочу снять про кошку. И в этот момент ты, как хороший продюсер, должен достать свой портфель со сценарием и сказать: у меня же, конечно же, есть про кошку, только вчера написал. Вот, поэтому не зацикливайтесь на одной истории, это тоже очень важно. Всегда надо иметь 5-6 историй в запасе, потому что, например, если даже вы попадете на фестиваль «Короче», вы, возможно, даже выиграете, к вам первым делом придут и спросят: а что у вас еще написано? И вот если в этот момент у вас ничего не написано, то вы этот путь прошли зря. Поэтому, пожалуйста, набивайте свой портфельчик историй, разрабатывайте их, пишите. Вот. И, наверное, сегодня самый большой дефицит пишущих авторов. То есть это режиссер, который пишет сам и который в потенциале может стать шоураннером. Этот человек, он как шестирукий Шива, он нужен всем. Но это должно быть на очень высоком профессиональном уровне. Вот, наверное, так. У меня вот какой вопрос. Насчет авторского права в короткометражных фильмах. Оно разрешено, то есть брать кадры, даже музыку зарубежные? Смотрите, вообще нет. Нельзя воровать чужое авторское право, это запрещено. Вот. Но некоторые фестивали на это закрывают глаза. Примерно так. Я не знаю, как это объяснить, но, понимаете, нельзя показывать пиратское кино в кинотеатрах. Но почему-то это делается. Я не могу объяснить. То есть, скажем так,
Если вы понимаете, что ваш потолок — это показ у себя в школе, воруйте. Да, вы можете хоть Депеш Мод там включить. Но если вы понимаете, что ваша цель, опять-таки, попасть на Короче или, например, на европейский фестиваль, то, скорее всего, лучше так не делать. Можно я добавлю? Вот сегодня у нас был документальный фильм «Алдан золото», и там были кадры из фильма «Холодное золото». И как только отборочная комиссия увидела, мы сразу проверили, связывались ли с режиссером, ну, с авторами, и ребята из «Алдана» брали разрешение, поэтому это все фиксируется даже вот на нашем местном уровне. Но глобально это несложно, все идут друг другу навстречу на самом деле. Ну, то есть у меня была один раз проблема, мы помогали фильму, назывался «Вторжение», это очень классный фильм с Аней Чаповской, и нам очень нужно было, чтобы там играла песня «Бумбокс», типа «Разрешите шахтеры». Вот, и мы написали группе «Бумбокс», которая с Украины, и они сказали, мы не хотим давать нашу песню в русский фильм. И нам пришлось избавиться от этой песни, к сожалению. Вот, но часто бывает такое, что вот недавно мой друг написал Леониду Агутину. Леонид Агутин сказал, я понимаю, что это короткий метр, возьми за 1 рубль. Поэтому сначала попробуйте, да, вы в чем классность? Вы занимаетесь искусством и творчеством, и вы пишете таким же творческим людям, и они могут сказать вам «да» просто потому, что вы творцы. Но, например, у меня была другая проблема. Вот в этом моем якутском фильме играет песня Джо Дассена «Si tu n'existes pas», ну, если бы не было тебя, которую написал на самом деле Тота Кутунья. Так вот, она стоит 15 000 евро, и я как продюсер пока не знаю, что мне с этим делать. Вот. Но повторюсь, что нельзя воровать, надо использовать, то есть все должно быть проложено бумажечками. Потому что, повторюсь, на каких-то фестивалях, может быть, вам пропустят, но на платформу вы уже точно не выйдете, вы точно не продадитесь на телевизор. Соответственно, вы сами себе обрубаете крылья таким образом. Поэтому старайтесь придумывать свои произведения так, чтобы не использовать элементы чужого аудиовизуального творчества. И, кстати, да, ребят, шрифты. Недавно был случай, когда в кадре на заднем плане была дверь, на двери висело объявление «Мы типа закрыты до 9 марта». И там был использован шрифт, и автор этого шрифта узнал, и он у Яндекса отсудил 400 000 рублей. Поэтому, пожалуйста, старайтесь использовать либо шрифты по лицензии Creative Commons, вот прямо так вбивайте в гугле шрифты Creative Commons. Например, есть такой шрифт Google Scans, он универсальный по Creative Commons, пожалуйста, пользуйтесь его. То есть, если вы встретили что-то красивенькое, что вы хотите использовать у себя, пожалуйста, подумайте о том, есть ли у этого автор, и постарайтесь не нарушить его права. В этом смысле сейчас намного проще, что в целом сейчас нет сложившейся практики, что такое авторское право в сфере нейросетей, поэтому заходим в ChatGPT или в Midjourney, задаем им задачу и используем то, что сделал ChatGPT. Обычно вашу творческую задачу это решает, а при этом чужого авторского права пока не нарушает. Очень удобно. В фильмах, которые на фестивале представлены, изображение курения, употребление алкоголя, приема наркотиков, как сейчас относятся на российских фестивалях и конкретно на Короче? К сожалению, практика меняется каждый год, вот, и она становится все жестче и жестче. Поэтому глобально я бы, конечно, советовал этих сцен избегать. Тем более, что это в целом довольно интересное творческое ограничение, по большому счету. Вот. Но на данный момент достаточно обойтись тизером, так называемым, как называется? Короче, достаточно вот этого просто черного экрана, где написано «В фильме есть сцены курения, пожалуйста, 18+». И мат запрещен вообще, да, но его всегда можно смешно обыграть, всегда можно смешно запипикать. И, например, на прошлом фестивале «Короче» был отмечен фильм «Как с Максимом случилось». Пипня. Понимаете, да? Вот, фильм получил хорошие отзывы и получил приз за лучшую мужскую роль. За сценарий получил приз. Поэтому тоже здесь интересная авторская история. А при этом на платформах мат не запрещен. Поэтому, например, сейчас выходит сериал, называется «Волшебный участок» с Колей Наумовым в главной роли. И там есть 2 дорожки, цензурная и нецензурная. И на Кинопоиске точно так же. Но я думаю, что в ближайшее время это тоже будет ограничено. По крайней мере, к этому все идет. Поэтому тоже обязательно следите за законодательством, да, и
Сейчас, наверное, очень чувствительная тема про демонстрацию пропаганды ЛГБТ. Тоже, к сожалению, эту тему нужно избегать. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы ваш фильм был показан на сколько-нибудь широкую аудиторию, это важно. Вот. Я, честно, был на заседании Роскомнадзора, где объясняли, в чем разница между пропагандой и демонстрацией. Я 2 часа их слушал, так до конца и не понял. Поэтому, к сожалению, тему лучше вообще избегать. Потому что большинство отборщиков фестивалей тоже не понимают. Да, еще есть такая классная штука, называется прокатное удостоверение. Я только хотела А, спросить. простите, да. Жан, обязательно на какие фестивали, вот как узнавать, непосредственно в регламент каждого фестиваля заходить? Наличие прокатного удостоверения. На некоторых фестивалях не обязательно, на некоторых обязательно. Да, давайте я попробую какую-то общую канву дать. Значит, смотрите, есть 2 типа фестивалей. Есть аккредитованные международные кинофестивали и другие. Вот, например, Московский международный кинофестиваль, он аккредитованный международный, а короче входит в другие. И вот международные аккредитованные, они имеют право показывать фильм без прокатного удостоверения. То есть, в принципе, фильм, который не получил бы прокатное удостоверение в силу наличия каких-то там странных элементов, которые бы смутили тех, кто выдает прокатное удостоверение, вы можете условно показать на МКФ. А на короче вы такой фильм показать не можете, потому что на короче нужна прокатка. Вот, если коротко. Понятное дело, что везде есть нюансы, случаи. Иногда выдают прокатное удостоверение ровно на 1 день. Например, так было с фильмом «Сакурова сказка», которому выдали прокатное удостоверение на 3 дня для показа на фестивале Voices в Вологде. После чего оно было отозвано, и фильм больше нельзя показывать в кинотеатрах в России. Хотите, могу еще рассказать про что случилось с фильмом «Айта». Вот, значит, какая история? Значит, на платформе можно показывать фильм без прокатного удостоверения. Это важно. Понятное дело, что люди с платформ, потому что у них там злые юристы, и для них тоже колоссальные штрафы. Самый крупный штраф Роскомнадзора на данный момент был 4 миллиона рублей. Это очень много. Вот, и платформы получили письмо о том, что фильм «Айта» нарушает национальное единство народов России, хотя мне кажется, что это не так. Потому что этот фильм, наоборот, который борется с шовинизмом и рассказывает о проблемах современного общества. И вообще я считаю, что Степан Бурнашов один из самых талантливых режиссеров России сегодня, который искренне и честно говорит на важные темы. Но Роскомнадзор написал письмо, что вот этот фильм разжигает национальную рознь, и в связи с этим фильм должен был убран с платформ. То есть платформами управляет Роскомнадзор, да, а кинотеатральным прокатом управляет Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. И такая была история, что как бы Роскомнадзор прислал письмо, и платформы убрали, а прокатка все еще была. И мы хотели провести специальные показы, но не успели, потому что прокатку тоже отозвали. Но в чем прикол? Прокатку могут вернуть. И мы ждем этого прекрасного момента, когда это произойдет. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. В последние дни в сообществе, в киносообществе нашем еще ходит комментарий к выступлению министра культуры, то, что зрителям не понравилось Айта, и из-за зрителей все это произошло. Ну, это как-то поступили от зрителей, а интересно, куда они могли пожаловаться, чтобы пришли к платформам и сказали, вот где вот это вот жалобы зрителей просматриваются вообще? Пожаловаться может кто угодно на что угодно сейчас. Довольно сложное у нас время. Вот. Но есть официальный запрос некого Ивана, по-моему, Сергеева в Роскомнадзор с просьбой проверить. То есть проблема в том, что попросить проверить ваше произведение на там, что-то может кто угодно. И лучше вам к этому подготовиться, чтобы чего бы не вышло. Проблема в том, что я против самоцензуры, но я за безопасность людей. Вот такая вот история. Когда-то Степа нам показывал еще черновой вариант, и вот сложно поверить, что несколько лет назад этот фильм звучал о проблематике дорог. Это была проблема дороги, которую размыло, что у нас в Якутии трудно друг до друга добираться, и чуть не произошел конфликт.
И никто вообще в тот момент не мог подумать, что вот разрастется, как про национальность вообще никто не думал. И, на мой взгляд, вот артист, который сыграл русского, Афоня, изначально это была якутская роль, и даже имя Афоня, как рудимент, осталось... Я редко могу встретить русского с именем Афоня. То есть так сложились карты, что и жизнь наша, что совсем все перевернулось. Но у меня к Жанну другой вопрос. Вернемся к фестивалям. Я хочу, знаете, какой задать? Вернее, просьба о субординации. Как вести себя при подаче заявок, какие вопросы задавать можно, какие нельзя, и при личных встречах, чтобы не было агрессивной рекламы себя. Понятно ли, о чем я спрашиваю? То есть вот какие-то такие вот этические, моральные моменты, на какие ребята могут грабли наступить. Мой фильм лучший, возьмите, что-то вот такое, чего... За красную тряпку. Вот, мне кажется, я понимаю. Смотрите, я знаю лично примерно всех отборщиков российских кинофестивалей. И, иногда, и формально я не имею права у него спросить, да, и формально он имеет право отказать по любому поводу. То есть, наверное, если вам отказали, не надо спрашивать почему, да, потому что вот так сложились звезды в этот раз. Например, я считаю, что иногда не столько важен конкретный фильм на фестивале, а как программа, как отдельное высказывание. Потому что куратор пытается поймать какой-то нерв времени, да, на какую тему он говорит. И, например, в свое время там на Кинотавре этим нервом времени было то, что кино снимают женщины. Да, это был 2012 год, и в конкурсе из 12 картин 8 были сняты женщинами. Такой гендерной представленности не было, наверное, ни одном фестивале мира. И отборщику это крайне было важно. Да? А все остальные фильмы, снятые режиссерами-мужчинами, они как будто, наоборот, эту тему оттеняли. Поэтому вот если вас не взяли на фестиваль, не надо этого человека мучать, так сложились звезды. Но при этом, опять-таки, фестивальный агент, чьи услуги стоят не так уж и дорого, в относительно стоимости фильма, например, да, он имеет право это сделать. И плюс там какие есть нюансы, что очень часто, если вы отправляете с вашей почтой, иногда бывает, что на фестивале ваша почта попадает в спам. Так бывает. А когда вы пользуетесь услугами фестивального агента, его почта точно не попадает в спам. Дальше бывает такая ситуация, что несколько фестивалей идут подряд, и какая-то одна картина, ее отобрали и туда, и туда, и туда, и туда. И вдруг резко в последний день у какого-то фестиваля из-за того, что этот фильм выбрал другой фестиваль, освобождается место, ему нужна снова картина. И в этот момент не будет проводиться дополнительная селекция, а отборщик фестиваля придет к фестивальному агенту и скажет Вань, что у тебя есть? Поэтому, повторюсь, да, это, конечно, деньги, их очень сложно зарабатывать, их сложно экономить, но если вы потратили 300 тысяч на съемки хорошего короткометражного кино, потратьте еще 25 на то, чтобы у вас был хороший фестивальный агент. А так, после фестиваля, да, когда фестиваль закончился, вы можете попробовать поговорить, это нормально. Например, отборщик наш Вадим Рудковский с удовольствием идет на общение, Надя Королева идет на общение. Я всегда, Ситора Алиева, для меня она просто, символ фестивального движения в России, и мне просто неловко ее отвлекать на это. Хотя мне иногда очень хочется. Но в целом у нас отборщики довольно коммуникабельные ребята, поэтому пробуйте, почему нет. И плюс, правда, какой-то все еще тренд на якутское кино он идет. Мне нравится, что, например, сейчас на фестивале «Зимний», 2 года назад было 2 якутские картины, сейчас как раз одна, Тимир, Коля, забыл фамилию. Поэтому, собственно, выезжайте на этом, это классно. И мне кажется, что тот, кто первый как раз проложит историю, что это вроде кино из Якутии, но оно при этом универсальное, тот может сорвать очень большой куш на прям глубоко международном уровне. Да, когда ты рассказываешь локальную историю, но с глобальной проблематикой. Это то, что может вам помочь сделать прорыв в своей карьере, наверное. Список фестивалей. Хорошо. Значит, короче, Амурская осень, Окно в Европу, Московский международный кинофестиваль, фестиваль Восток-Запад, агенты, значит, Eastwood Agency, Сине Промо,
Фест-агент, мир фестивалей. И даже если вы не будете пользоваться их услугами, у них очень информативные сайты, где они после каждого большого фестиваля пишут так называемый репорт, где рассказывают о том, какие прямо сейчас тренды. Да? Потому что, к сожалению, фестивальное движение, оно подвержено некоторым влияниям, и в какие-то моменты для того, чтобы, очевидно, там победить, нужно этим трендам следовать. Вот. И, соответственно, эти люди, они туда ездят, они своими глазами это видят, понимают, почему так происходит. И вот. И простите, если какая-то лекция была немножко сумбурная, просто, я немножко привык к другой аудитории, наверное, да, и я не читал лекции прям совсем для студентов, всегда это уже какие-то начинающие кинематографисты, поэтому простите, что-то не так, но мне очень было приятно и лестно, что меня позвали. Спасибо.